Это старинное село не раз приходило в упадок и возрождалось. Село Кият известно со времен Крымского ханства. Оно было покинуто крымскими татарами в середине 19 века и вновь заселено к началу следующего, 20 века. После депортации 1944 года село вновь опустело и вскоре было переименовано в Бранное поле, а позже в Уварово. Но уже в 1968 году оно стало одним из немногих мест, которые приняли крымских татар по вербовке. Одной из 5 семей, приехавших в тот год, стала семья Сервера Байбуганова. С работы у родителей было тяжело. Даже помню так, эксплуатировали очень хорошо, кинули их на виноградники. 9 рублей зарплата. Чтоб от тяжести некоторые развернулись и уехали в то время. Но мать жестко стояла. Перед людьми будет стыдно, перед соотечественниками будет стыдно. Мы первые попали под вербовку их. Если мы съедем, мол, и вот так, а потом уже втянулись. Несмотря на формальное разрешение вернуться, у многих были проблемы с пропиской и местными властями. Мамуд Джанай был поставлен перед выбором – вернуться в Узбекистан или же попасть под суд. Он выбрал суд и получил 1,5 года тюрьмы. Bizim halka. Misafir gelse de aman ardından misafir otursa 3 gün önce bunda olsa ama milisa gelir de çok bu kim ne için bunda başlarlar dibinin aramaya. Son kaysın bundan derdiler. Öyle yap işte zıhınıyla öyle de yaşayıp kaldık işte biz bunda. İnat olup kayıtmayıp kendi vatanımızda. Из-за проблем с пропиской 2 из 4 дочерей Таира Усейнова по документам приемные. При рождении отца не вписывали в соответствующую графу в свидетельстве. Без прописки нельзя было ни жить, ни работать. 2 дня работает, неделю выгоняют. Потом опять вызывают на работу. А я вообще с детьми сидела. Нам даже угля не давали, ничего не давали. Мы вот, я же говорю, он ходил вдоль железной дороги и собирал свою шапку, уголь. Потому что у меня ребенок был маленький, Фатмашка. И это было 2-3 месяца. Тогда наш народ же был дружный. Они никогда не бросали в беде. Они могли собраться за одну ночь, все проблемы решить. Они могли за ночь окна поставить нам, поштукатурить его, убраться и все привезти, что не хватает. Кто дрова принесет, кто уголь ведром принесет. На самом деле это так было, кто муку принесет. O vakit ben traktörle Lenina'da okurdum 3 aylık. Onda bütün Kırım Tatarları propiskasız gezerdiler, çoksa. Sonra dedemle pıkanam derdi. Oğlum Tatar yok mu onda misafirliğe getirse bunda diye. Hepsini toplayıp getirip kendi evimizde bizde yatırdılar. Allah'a şükür hepimize yer tapardık herkese. Aşamaya şey tapardık, yeri de orada. Milletimizi tutardık biz. Ситуация, отношение к нам со стороны властей, все это заставило нас сплачиваться. Мы пристально следили друг за другом, никого в обиду старались не давать. Если даже происходили какие-то события, то мы все вместе дружно собирались. Надо давать отпор, значит, давали отпор. Совместно проводили праздники. И вот когда началась активная фаза борьбы за восстановление наших прав, когда начали возвращаться наши соотечественники в массовом порядке из мест выселения, вот, мы уже были организованы, у нас была инициативная группа, мы старались все держать на контроле. К середине 80-х Ленинский район стал одним из форпостов национального движения. Многое, что происходило здесь, было впервые. Первые крупные митинги, первые жестокие репрессивные акции со стороны властей. Из-за удобного расположения тут останавливались и обживались многие, кто впоследствии активно участвовал в борьбе крымско-татарского народа за возвращение. Самые яркие мои воспоминания – это те, что маме приходилось уезжать. Уезжать и не на 1 день, а на недели. Вот, и мы видели ее по телевизору. И мы вот так сидели, смотрели. Абла, баба, там, или еще что-то. Смотрите, Анашку сейчас покажут там. Вот это хорошо запомнилось, потому что мы же еще и переживали. Это были не мирные акции, были некоторые последствия. Мы немножко волновались. Сейчас Кият вновь умирает. Здесь нет воды, здесь нет работы и каких-то внятных перспектив. Молодежь разъезжается по всему Крыму в поисках лучшей жизни. Тут осталось 15-20 крымско-татарских семей. Да прирос с корнями, ты знаешь, вот, родное село. Предки здесь лежат.
и мы здесь будем воспитывать.